В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Межконфессиональное братство. Благодарю всех, кто на протяжении многих лет вносил посильный вклад в возведение этого знаменательного храмового комплекса. Рамзан Кадыров и Виктор Золотов посетили храм в честь благоверного князя Даниила Московского с места событий Амина Тупилагова. Награждение отличившихся. На тех, кто выполняет задачи, я хочу пожелать только одного, чтобы вы всегда возвращались к своим родным, близким, только здоровыми, ребята. Глава республики и директор Росгвардии России вручили высокие награды бойцам чеченских подразделений. Еще одна победа в нашу копилку. Рассвет для незрячих. ГТРК «Война». Адам Магомедов. Работа корреспондента телерадиокомпании «В войнах» Адама Магомедова победила на всероссийском конкурсе «Берега». Расскажем, чему был посвящен сюжет, поделимся о конкуренции на форуме. Содействие в осуществлении деятельности регионального управления Росгвардии Рамзаном Кадыровым на самом высоком уровне. Такую оценку дал Виктор Золотов в ходе выступления. Чиновники посетили храмовый комплекс на территории 46-й ордена Жукова отдельной бригады оперативного назначения. Об уникальности религиозного объекта расскажет Амина Тупилагова. В международном аэропорту Грозный-Северный руководитель субъекта Рамзан Кадыров встретил дорогого гостя, директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Виктора Золотова. Оттуда они направились в 46-ю ордена Жукова отдельную бригаду оперативного назначения, где посетили храмный комплекс. Первое богослужение состоялось 12 ноября 2022 года за здравие и ратные успехи военнослужащих и сотрудников ведомства, выполняющих задачи вне пунктов постоянной дислокации. Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлам совершил чин великого освящения храма святого благоверного князя Даниила Московского и провел богослужение, прочитав молитву о здравии военнослужащих, а также молитвенно помянув погибших воинов. После богослужения к собравшимся обратился главнокомандующий войсками Национальной гвардии Виктор Золотов. В своей речи он отметил неоценимый вклад Рамзана Кадырова в деятельность Росгвардии. Мы видим, что наша страна остается плацдармом благоразумия, где постулаты светского общества не означают отказа от права на свободу вероисповедания. Религия является важнейшим столпом общественного согласия. Благодарю всех, кто на протяжении многих лет вносил посильный вклад в возведение этого знаменательного храмового комплекса. И особые слова признательства выражаю главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, который с первых дней формирования нашего ведомства продолжает оказывать войскам всестороннюю помощь и поддержку. Еще раз поздравляю всех и желаю крепкого здоровья, душевной стойкости, благодати и, конечно же, новых успехов в служении на благо нашего Отечества. Решение о возведении храмного комплекса, включающего в себя православный храм и мечеть, было принято в 2019 году. В апреле состоялась закладка капсулы, а строительство из-за пандемии коронавируса началось лишь в августе того же года. Завершились работы зимой 2020-го. В рамках мероприятия наградили лиц, отличившихся в строительстве. Перед архитекторами и строителями была поставлена интересная задача – на одной площадке соединить исламскую и православную святыни. Причем сделать это нужно было таким образом, чтобы комплекс выглядел гармонично. Решение пришло само собой. Мы на чеченской земле находимся. И первое, что пришло, как говорится, на ум, это привезти у нас с Галанчорского района камень, который был символом нашей республики, наших гор, нерушимости наших традиций. И вот мы ездили в горы, нашли этот камень, доставили сюда, установили его. Далее пришла идея взять две самые большие реликвии, которые существуют в обоих религиях. Это мусульманстве и христианстве. Это Коран и Библия. Взяли в них цитаты, которые бы звучали как принятие того, что ни одна из религий не отвергает другую. В дальнейшем вот мы сделали эти книги, они из мрамора.
Храмный комплекс стал просветительским центром, объединяющим ислам и православие. Это особенно актуально в нынешних реалиях, когда бок о бок чуждым ценностям противостоят представители различных национальностей и конфессий, населяющих Россию. Два религиозных сооружения – пример тому, что мы сплотились в такое непростое время. Бок о бок стоим друг за друга и показывает пример всему миру, что вне зависимости от вероисповедания и конфессии мы можем жить в мире и согласии и помогать друг другу. Стоит отметить, что подобный проект реализован впервые. Православный храм назван в честь святого благоверного князя Даниила Московского, а мечеть именем Героя Советского Союза Мавлида Висаитова. Соединяет духовный ансамбль «Памятный знак» – камень с изречениями из Корана и Евангелия, ставший символом единения народов и религий на мирной чеченской земле. Амина Тупилагова, Сайтамин Мусаев, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. Боевой потенциал чеченских бойцов самый высокий. Об этом заявил директор Федеральной службы войск Национальной гвардии России в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград. Рамзан Кадыров и Виктор Золотов наградили отличившихся сотрудников регионального управления Росгвардии. Репортаж Турпала Тайсумова. Встреча началась с приветственных выступлений. Руководитель республики поблагодарил генерала армии за визит и заверил о готовности выполнить любой приказ, который поступит от верховного главнокомандующего. Уважаемый Виктор Васильевич, дорогие друзья, я рад приветствовать вас еще раз на территории Чеченской Республики, в гостях у нас. И я хочу сказать своими словами, мне специально написал хорошие слова, но я хочу сказать, что я действительно горд и счастлив, что я знаком с вами, Виктор Васильевич, и что я горд и счастлив, что я ношу звание и являюсь вашим сотрудником и ношу погоны генерал-полковника Национальной гвардии. И самые лучшие из лучших сотрудники Росгвардии, именно чеченцы, которые служат в вашем подразделении, являются самыми достойными. И они сегодня показывают хорошие результаты, показывали еще до того, как начиналось СВО, пока проводилась на территории Чеченской Республики специальная операция против терроризма и экстремизма. Они были на передовом. Еще в Сирии они показывали достойно себя. И сегодня на территории СВО, самым на передовом, еще они не должны были бы на первом эшелоне, они были на первом эшелоне. Они прикрывали сотрудников Министерства обороны и занимали первый эшелон и показывали, насколько они готовы защищать нашу родину Россию, и насколько они готовы выполнять приказы Верховного главнокомандующего и главнокомандующего Национальной гвардии Российской Федерации. Я хочу сказать вам большое спасибо, что вы всегда поддерживаете нас, всегда посещаете республику, вникаете в наши проблемы и решаете их вместе с нами. Я еще раз хочу вам сказать слова благодарности и хочу заверить вас, что мы никогда не подведем вас и будем вместе с вами решать любые задачи, поставленные нашим президентом. Спасибо вам большое. В свою очередь Виктор Золотов выразил признательность Рамзану Кадырову за содействие в различных задачах. Также он обратился к бойцам, доблестно отстаивающим честь страны в зоне специальной военной операции. Уважаемый Рамзан Ахматович, дорогие друзья, мы только что открыли замечательный храм вместе с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. И я хочу еще раз сказать слова благодарности, уважаемый Рамзан Ахматович, вам за то, что этот храм открылся при вашем содействии, при вашей помощи, которую вы оказывали, большой помощи, которую вы оказывали в становлении, в строительстве этого храма и в его открытии. Огромное за это спасибо. Ну а сейчас, дорогие друзья, перед нами стоят бойцы-командиры, прославленные бойцы-командиры, которые выполняли и выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Я хочу всех вас поблагодарить, вас, кто здесь сейчас находится, кто находится непосредственно, всех бойцов в зоне специальной военной операции, за мужество и отвагу, которую вы проявляете в ходе военной специальной операции. Поэтому огромное вам за это спасибо. Здесь среди нас находится один товарищ, который ранен непосредственно. Я хочу сказать, многие ребята в ходе этой войны
получает увечья, контузии, но, тем не менее, они доблестно и мужественно страдались там, и мы делаем все для того, чтобы вот те, ребята, кто попадает на излечение, чтобы у них было абсолютно все для того, чтобы они нормально лечились, чтобы было протезирование хорошее, для того, чтобы помогать им непосредственно, им и их семьям в восстановлении и вхождении опять к нам на службу. И еще раз я хочу сказать всем, кто находится здесь, это отдельные слова тем ребятам, которые получили, как я уже сказал, ранения, увечья там на этой специальной военной операции. Но те, кто выполняет задачи, я хочу пожелать только одного, чтобы вы всегда возвращались к своим родным, близким, только здоровыми, ребят, при выполнении этих задач. Огромное вам за это спасибо. Благодарю вас за службу. Указом президента Российской Федерации за отвагу, проявленную при исполнении служебного долга, Виктор Золотов наградил личный состав СОБР Ахмат ведомственными наградами. Эти мужчины активно участвовали в зачистке территорий ДНР и ЛНР от врага и защите мирного населения. Заместитель командира подразделения Хасан Ибрагимов был удостоен Ордена Мужества. Полковник полиции Ибрагимов Хасан Султанович, заместитель командира СОБР Ахмат. Там по часу, мах по часу, Российская Федерация по часу стыдвен. Эль дохом двора, вебеч как юг шутика, хазнесан как юг по передова, как юг по шестьдесят хаваш. Хадель приказан любой метя, хаэль хостри дошту, дил хавар доштас, весахвар доштас, аматила Аллаху. Кроме того, отличившиеся бойцы были отмечены медалями за спасение погибающего, а начальник отделения СОБР Ахмат Байбетер Вайханов был награжден медалью за отвагу. Полковник полиции Вайханов Байбетер Михайлович, начальник отделения СОБР Ахмат. Заместитель командира ОМОН Ахмат Крепость Сулумбек Атамазов был награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Халар президент, ол амат ажитар, ол фонд күйголял, эмани несиюнна, дукка не то, что тига дабаган, тига агаюш был вывежешен, тига аш был гражданский наверное цан хазнесан, что сэр дук сэр держишь, делрез гол одюк мелхайденчен массена. В ходе беседы с журналистами руководитель службы войск Национальной гвардии отметил, что у народов страны сплоченность и единство, а потому к каждой религии относится с уважением. Касаемо успехов в зоне СВО, Виктор Золотов подчеркнул большой вклад чеченских бойцов и лично генерала-полковника Рамзана Кадырова в борьбе с нацистскими формированиями Украины. Как вы считаете, на территории подразделений созданы все условия для соблюдения религиозных норм и праздников? Да, конечно, абсолютно. Вот Рамзан Ахматович Кадыров только что говорил, там и командир замечательный непосредственно, хочу сказать, и условия такие же создает он сам, и мы тоже непосредственно. И вот открытие как раз этого храма Даниила Московского характеризует то, что там, знаете, вот то, что сейчас мы видим в мире непосредственно, то, что с Израилем, с Палестиной происходит, вот у нас такого никогда не будет, потому что у нас единение всех национальностей, всех народов. И такие же условия абсолютно созданы непосредственно в этой 46-й бригаде. Поэтому успехов, удачи и выполнения всех поставленных перед ними служебных задач. Как вы оцениваете боевой потенциал чеченских бойцов? Самый высокий. Ну, Рамзан Ахматович все время это подчеркивает. Хочу сказать, и я тоже сам об этом говорю. И это отмечает непосредственно, хочу сказать, министр обороны Сергей Кожугетович Шойгу. Это высокий боевой потенциал чеченских бойцов. Поэтому я хочу им пожелать только, естественно, победы и скорейшего возвращения домой, живыми и здоровыми. С таким вниманием и поощрением заслуг бойцам приятно нести служебный долг. И, как видно, никто из них не остается без внимания со стороны федеральных властей. После встречи Рамзан Кадыров лично проводил главнокомандующего войсками Национальной гвардии Виктора Золотова. Перед отлетом они пожелали друг другу успехов и дальнейшего плодотворного сотрудничества. Торпа, Лолита Исумов, Аслан Ахматов и Сайцелем Мампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Жители Чеченской Республики продолжают молиться за мусульман Палестины в мечетях. В последнюю третью ночи верующие обращаются к Творцу с мольбой за угнетаемых палестинцев и чеченских бойцов, принимающих участие в СВО. Ежедневно они собираются на коллективный тахаджуд-намаз. Zulum ikkina yuhins yurt qeydnisha hakmisha tajud lamaz dirder ushdele bükhur barel ishtalil dul del duq dal hasarima jim jahdinsha sigdada khana na ostad tarwat salch daanj dina hum dir dwa del ghiyatan buqma bayal
Корреспондент нашей телерадиокомпании Адам Магомедов стал победителем Тарусского фестиваля «Берега». Сюжет моего коллеги про медресе для незрячих обошел порядка 300 работ в номинации «Лучший телевизионный сюжет». Тарусский всероссийский смотр призван содействовать сохранению духовно-нравственных ценностей. Подчеркну, что Адам уже неоднократно становился призером и победителем различных конкурсов. Валентина Гусевская о фестивале. Всероссийский фестиваль телевизионных фильмов и программ «Берега» 18-й раз приглашает журналистов к участию. Его цель – создание программ патриотической, историко-культурной и художественной тематики для сохранения духовно-нравственных, этических ценностей, составляющих основу самобытности народов России. Совершенно без пафоса скажу, вы несете такую замечательную миссию, выполняете правильную задачу, популяризируете, рассказываете о великих наших деятелей культуры прежнего, настоящего, и уже заглядываете в будущее. Да? Тем самым побуждаете творческую молодежь творить, развиваться и развивать нашу культуру, культуру нашей великой страны. Мы много говорим там, да, о воспитании чувства патриотизма, любви к родине, но вот вы делаете действительно замечательное дело, очень благодарное, нужное, потому что таким образом вы воспитываете в людях в том числе чувство гордости за свою великую страну. Мы единственный холдинг в мире, который каждый день вещает на 57 языках и наречиях народов Российской Федерации. Таким образом мы с вами сохраняем язык каждого народа. В этом году было представлено 280 работ от журналистов из более 50 отечественных телекомпаний и независимых авторов. Организаторы определили 8 номинаций. В направлении «Лучший телевизионный сюжет» одержал победу наш коллега, корреспондент ГТРК «Войнах» Адам Магомедов. Медресе для незрячих ГТРК «Войнах» Адам Магомедов. Дедушка русского флота ГТРК Санкт-Петербург Дмитрий Яковский. Победителя. Государственная телерадиокомпания «Войнах» за работу в медресе для незрячих. В своей работе «Медресе для незрячих» Адам рассказывает о религиозной школе имени Магомеда Дачаева, в которой могут обучаться Корану незрячие люди. Тема появилась не случайно. Потребность в подобных учреждениях была актуальна долгое время, но реализовать ее смогли только в июне этого года. Автор подробно рассказал о благородном деле преподавателя учебного заведения Рамзана Мустаева, который на протяжении 15 лет передает свои знания другим. Это подробное пособие арабского алфавита, написанного по Брайлю для зрячих, чтобы они могли преподавать. Здесь 6 точек, расположенных в 2 столбца. Каждая из точек обозначена цифрой, чтобы было легче запомнить. Уже при письме используется вот такая бумага, на которой вот прокалывают точки. И так как читать можно только по выпуклым, пишут на обратной стороне справа налево. Затем страница переворачивается и читается все слева направо. Магомедов работает на телевидении уже 3 года. Все сюжеты журналиста выполнены с профессиональной точностью и творческим подходом. Он уже не раз побеждал в конкурсах, но свои заслуги делит со всей творческой группой. Один в поле не воин, считает Адам. Но вообще каждый сюжет – это работа целой съемочной группы, начиная от продюсера, который старается найти максимально интересную тему, продолжая оператором, который делает красивые насыщенные картинки, которые будут приятны глазу. Ну и, конечно же, монтажер, который собирает все это воедино в качественный сюжет. И необходимо, чтобы каждый на своем участке профессионально отработал, ведь только тогда получается хороший, интересный продукт, что мы и делаем. Это своеобразная аллея славы побед журналистов ГТРК «Войнах». Компания регулярно принимает участие во всероссийских конкурсах, занимая призовые места и совершенствуя свои навыки. Мест для новых наград еще много, а главное, есть желание и стимул представлять республику и доказывать значимость региональных СМИ для страны. Надо отметить, что всего этого не было бы без постоянной поддержки руководства республики и ВГТРК. Сегодня телерадиокомпания оснащена всем необходимым и смотрит в будущее с большой уверенностью. Я очень рад, что наша телекомпания в очередной раз стала победительницей международного конкурса. Это для нас очень престижно, это в первую очередь для нас стимул для дальнейшей работы. Это сигнал о том, что мы идем в правильном направлении. Работа, которую мы представили, была хороша, была хорошо сделана. Естественно, мы очень обрадовались, когда узнали, что мы заняли 1-е место.
Все это было бы невозможным, если бы не поддержка главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который всегда в любое время помогает нашим журналистам, и нам в том числе помогает как материально, так и помогает своей деятельностью, создавая благоприятные инфоповоды, которые мы можем освещать, и из которых и рождаются такие программы и передачи. Благодаря его деятельности в регионе есть возможность у каждого человека заниматься любимым делом, и у нас в том числе. И, конечно, хочется отметить и руководство ГТРК в лице Олега Борисовича Добродеева, который каждый день, в любое время на связи, помогает всем необходимым, как с технической стороны, так и материально поддерживает каждого сотрудника именно большой семьи ВГТРК, если в этом есть необходимость. Задача СМИ – ежедневно держать зрителей в курсе актуальных новостей, доносить до зрителя качественный, а главное правдивый материал. Творческий коллектив «Войнаха» всегда готов к новым вызовам и оригинальному подходу к подаче информации. И все уверены, что данная награда далеко не последняя. Валентина Гусевская, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Тест на знание правил дорожного движения, история региона и мастерство вождения. Таковы задания конкурса регионального этапа на определение лучшего таксиста республики. Состязание прошло при поддержке Министерства транспорта и связи. Победители же представит регион на всероссийском этапе. Медина Мударова проследила за участниками, чтобы никто не жульничал. Теория – обязательная часть, без которой к следующему этапу не допустят. Участникам необходимо сдать тест на знание правил дорожного движения, истории региона, расположения улиц и многого другого. 16 водителей такси со всего региона выясняют, кто же лучше. Региональный этап всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России» проходит с 2016 года при поддержке Министерства транспорта и связи Чеченской Республики. Судья международного класса Российской Федерации принимает вождение водителя, соответственно, любой должен быть уверен, что улучшение вождения и общественного транспорта, такси и частного транспорта, конечно, повысит безопасность дорожного движения. Далее следует инструктаж. Движение строго по разметкам и никакого жульничества. Установка детского кресла, запуск двигателя, и вот первый вышел на старт. Участников оценивают по 3 критериям: правильность прохождения каждого упражнения, время, затраченное на него, и самое главное – аккуратность. Она измеряется стаканом с 250 мл воды на крыше. Именно она оценивает плавность маневров. Жюри следят за каждой деталью. Без внимания не должно остаться ни одно движение. Аккуратность и изворотливость – главные критерии. Выполнить следующие элементы: змейка задом, змейка передом, заезд в бокс, параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве и так далее, и так далее. То есть любой водитель, который сегодня участвует в конкурсе, даже если он не будет победителем, то он выйдет отсюда таким профессионалом, каким он себя еще утром, может быть, даже не ощущал. Казалось бы, таксист – работа легкая, но после посещения подобных конкурсов мнение меняется сразу же. Мамед Турлуев работает в такси 2 года. В подобных состязаниях участвует впервые. В данном случае данный тест вождения я не сказал бы суперсложным, он абсолютно легкий такой. Если водитель хоть как-то представляет вождение, ему не трудно пройти это условие. Абсолютно нормальные, отличные условия. Водитель такси отвечает не только за себя, но и пассажиров. Это огромная ответственность. Важно быть сдержанным и готовым ко всем сюрпризам на дороге. Мы часто бываем в этих предприятиях, проводим беседы с этими водителями и каждый раз замечаем, что они становятся более образованными, более культурными, и вот это взаимодействие, понимание сотрудника госавтоинспекции, инспектора ДПС на дороге и водителя такси, оно, конечно же, делает наши дороги, как я уже сказал, безопаснее. Это повышает уровень культуры среди участников дорожного движения. Участникам вручили грамоты и дипломы, а победители наградят 20 ноября в День работника транспорта. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Маусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Прошел 2-й этап чемпионата по шахматам среди школьников в Аргуне. Финалисты будут бороться за звание чемпиона республики. Эту игру называют благородной, ведь когда она появилась, простым людям не дозволялось в нее играть. Амина Тупилагова расскажет о тактических комбинациях на доске.
Напряжение нарастает с каждым ходом. Игроку отводится 10 минут. За это время он должен показать все свои умения. Аргунская школа номер 1 стала пристанищем настоящих интеллектуалов. 8 школ, 6 участников. Они разделены на 2 возрастные группы с 1 по 6 класс и с 7 по 11. Соответственно, и победителя будет 2. По итогам школьного этапа определились ребята, которые будут участвовать в муниципальном этапе. И сегодня, согласно графику проведения данного чемпионата, в первой школе города Аргуна имени Хататаева собрались ребята, которые победили на первом этапе. Каждый, кто однажды пришел в этот вид спорта, отдает ему свое сердце навсегда. Ахмед Батаев 6 лет занимается шахматами. Юноша преуспел в этом деле настолько, что первую свою партию выиграл спустя минуту после начала. В шахматы пришел в 5 классе. Я учился в Москве в школе. Преподаватель пригласил меня. В этой игре надо думать в первую очередь. Я люблю думать, коротко говоря. На шахматном турнире необходимо включить бдительность, ведь даже самые малейшие ошибки могут стать роковыми. Игрок должен проявить максимум концентрации и стратегического мышления. Шахматы не только самая умная игра в мире, но и самая скромная. Во время партии не разрешается разговаривать. Можно произносить только определенные слова, такие как шах, мат и судья. За нарушение правил неминуемо следует дисквалификация. По итогам муниципального турнира победу одержал Абубакар Паскаев и Ахмед Батаев. Их наградили кубками, медалями и ценными подарками. Теперь ребята будут усердно готовиться к 3-му республиканскому этапу. Амина Тупилагова, Медина Мударова, Магомед Ахматов, Мосар Хаджиев. Вести, Чеченская Республика. Сразу после вестей смотрите интеллектуально-познавательную игру «Эрудит». В телевикторине учитель истории и обществознания столичной школы Ярагы Изнауров попытается ответить на 10 вопросов из различных сфер знаний. Каждый вопрос имеет 4 варианта ответа, из которых только один является верным. Особенностью программы является то, что все вопросы касаются исключительно чеченской тематики. Погрузитесь вместе с нами в мир традиций и быта. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.